Большое спасибо. Сегодня 21 мая, 148-я годовщина с тех событий. Как с карты мира была стерта наша страна, Черкесия. Спустя 147 лет после этих событий впервые наша проблема была признана на международном уровне. Год назад парламент Грузии признал геноцид черкесов. С этого момента черкесы получили надежду, что наша проблема будет не только озвучена, что наша проблема будет не только оценена, но и что наша проблема будет решена. За это мы говорим спасибо народу Грузии, за это мы говорим спасибо парламенту Грузии, руководству Грузии, спасибо братьям. Назвать трагедию своим именем это очень много. Но проблема черкесов состоит в том, что трагедия черкесов продолжается до сих пор. Многие наши соседи, это балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, подвергались депортациям, вы знаете, в сталинское время. 13 лет их не было на Кавказе, они были в Средней Азии. Через 13 лет, в 1957 году, они вернулись на свою родину, пробыв в изгнании 13 лет. Наш народ находится в изгнании 148 лет, и трагедия продолжается. Именно это отличает проблему черкесов от проблемы всех других остальных народов. Мы склоняем голову перед жертвами всех погибших во всех трагедиях, но мы призываем вас, призываем всю общественность Кавказа, всю общественность мира акцентировать внимание на проблеме черкесов, чтобы наш народ наконец мог вернуться на Кавказ. Только так можно построить общее будущее Кавказа. Это вернуть черкесов на свою родину. Сегодня 9 человек из 10 черкесов проживают в изгнании. 9 из 10. То есть только 1 черкес проживает на Кавказе. Это гуманитарная проблема. Это проблема международная. Это не проблема только России. Потому что черкесы расселены по 50 странам мира. И наибольшая диаспора проживает не в России, она проживает за ее пределами. Автоматически проблема становится международной, однако мы видим, что российское руководство не намерено не только решить эту проблему, не намерено даже ее озвучивать. То есть в России представляют проблему так. Слышно хорошо или да? В России представляют проблему так, что никакой проблемы не существует, никакого черкесов в изгнании нет. Есть черкесы, которые по разным причинам добровольно туда уехали. И, соответственно, все, что происходит вокруг черкесского вопроса, это инспирировано спецслужбами Грузии, Соединенных Штатов Америки и какими-то маргиналами в черкесском национальном движении. Вот так представляет эту проблему современная Россия. И пока дела обстоят таким образом, мы можем сказать, что на уровне той страны, которая сегодня контролирует территорию исторической Черкесии, эта проблема, к сожалению, решена быть не может. В силу этого мы обращаемся к Грузии с просьбой задействовать все свои возможности, все свои участия в международных институтах для того, чтобы гуманитарная проблема, проблема возвращения черкесов на Кавказ была поставлена на уровне ООН, на уровне Совета Европы, на уровне всех структур, в которые входит Грузия. Мы обращаемся к вам с этой просьбой. Через нашего представителя в Грузии Андроги Бессоня мы соответствующее обращение написали и просим его поддержать. Большое спасибо. Կմարմոտ Ռուսլան Սյուպա մորիգի միսաններիսատվի Սեկուրտինս Ջեյմստաունից ֆոնդից Կավկասիա Բալկանետիսազա Ցենտրալուրի Ազიის պրոգրամից խնդրանելս Կալվատոն Մարգարիտա Ասենովաս
Hold Kalata Margarita. Good afternoon. I'm honored to be here today to participate with you in a commemoration of the Turkish genocide. On behalf of Jamestown Foundation, I want to tell you, you have friends everywhere in the world. You have friends in Washington who care for your destiny, who care for your future, who cover what's happening in the North Caucasus on a daily basis. One of the few publications that is published in Washington, in Europe, about North Caucasus and all the problems and the conflicts and the confrontation with Russia there. I want to congratulate the Georgian government for the decision to recognize the genocide last year. Some in Washington said at the time that the decision was made just to annoy Russia. But these people have not been here at a forum like this to see the Circassian people and the Georgian people together and to understand the meaning of this recognition. It's not only to honor the victims and to do justice to history, to get the record straight of what happened to the Circassian people. It's also to provide stability for the region. It's also to reach out to the neighborhood of Georgia, to North Caucasus, and make sure that the conflicts there are going to stop. To reach out to those people who are frustrated with Russian policies, but don't want to join the violent fight, to show them that they have a shoulder to rely on, to provide opportunities for people from North Caucasus to study in Georgia, to reach out to businesses, to support business development, because only in a prosperous region there could be peace and stability and security that we also desire. The decision of Georgia was a historic one, and I hope it's going to be followed by other countries, not only in recognition of the massacre of so many Circassians, of million and a half, or maybe more, according to a historic record, but also to provide assistance to North Caucasus, to provide assistance to the republics who are aspiring to be free, to decide on their destiny, to decide on their future, and to welcome the Circassians from all over the world who wish to return to their homeland, to be free to do so. Thank you very much. I'm really honored to be here.